Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Вчера на украинском YouTube-канале Дмитрий Гордон снова оболгали чеченцев. На этот раз не кого-нибудь, а самого первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Дело в том, что Алексей Гомон, ведущий данной передачи, пригласил якобы экс-сотрудника КГБ Александра Зеленько, который на голубом глазу нам повторил все русские лживые нарративы про Джохара Дудаева и добавил еще от себя что-то новенькое, что для меня, например, стало неожиданностью. Дело в том, что Александр Зеленько, украинец, кстати говоря, в разгар вычищения агентуры КГБ и коллаборантов российских из украинской власти, с украинской территории, пошел дальше своих русских старших братьев и сказал, что отец Джохара Дудаева открыто и тесно сотрудничал с НКВД. Дальше он повторил нарративы о том, что Джохар Дудаев бомбил Афганистан и непосредственно он изобрел вот это ковровое бомбометание. Что и, конечно же, является наглой ложью. Джохар Дудаев вообще никогда не был на территории Афганистана. Об этом я вам сейчас покажу видео. Но еще очень интересно отметить то, что Александр Зеленько рассказывает нам о том, что отец Джохара Дудаева открыто и тесно сотрудничал с НКВД. Но дело в том, что отец Джохара Дудаева, когда чеченцев всех выслали, вернее совершили геноцид под видом депортации в Казахстан и Среднюю Азию, умер от голода, холода и болезней в Казахстане. Молодой мужчина с кучей детей. Умер тогда их отец там. И ни в коем случае агенты КГБ или НКВД не умирали от голода и холода. Потому что у них там, как вы понимаете, все было нормально. Но Александр Зеленько, не приводя никаких доказательств, кроме вот этой голословной своей лжи, нам заявил вот такую вот наглую ложь. Я вам показывать все видео не буду, где вот общаются вот эти два неуважаемых джентльмена. Но вот вам картинка от вчерашнего, 25 ноября, вчерашней даты, 23 года. Экс-разведчик КГБ Зеленько. И Залужный решился, ну и как обычно, там, и так далее. В процессе, когда я смотрел это видео, тоже было очень интересно отметить, хоть и не имеет прямого отношения к теме, которую я сейчас обсуждаю, о том, что всплывала информация на канале Гордон, вы можете найти эти видео, где приглашаются уважаемые Гордону или КГБ УССР, такие как Соловей Валерий, там, Белковский и так далее, прямо из московских своих конспиративных там студий и так далее, и так далее. Поэтому, ну, понимаем, кто такой Гордон, агент КГБ УССР, и вот эти люди сейчас пытаются с какой-то целью опорочить нашего президента Джохара Дудаева. Дело в том, что тут делается уклон на то, вот в этой передаче, делается уклон на то, что Джохар Дудаев, несмотря на то, что был там советским генералом, там бомбил Афганистан там, и так далее, сотрудничал его отец открыто с НКВД, что вот его же избрали президентом, говорит, ну, я так полагаю, что нам Гордон снова, сейчас намечаются выборы в Украине, Гордон нам снова какого-то КГБшника, как в прошлый раз он нам Симашко, или как его звали, этого КГБшника, друга, знакомого, Патрушева и так далее. Видимо, такую кандидатуру будут украинцам предлагать, и сейчас решили за счет Джохара Дудаева так пропиариться. Я призываю всех чеченцев, которые сражаются, их несколько тысяч сражаются в разных подразделениях, и граждане Украины, и приехавшие, потребовать немедленно опровержения вот этой лжи, потому что эта тень этой лжи, она бросает тень на всех, на нас и на вас, тех, кто сражается там. От канала Гордон, лично от Гордона, от этого Александра Зеленько и от этого Алексея Гомона. И сам лично требую, чтобы немедленно было опровержение, либо представьте доказательства, что отец Джохара Дудаева открыто и тесно сотрудничал с НКВД, а он сам занимался бомбардировками
ковровыми бомбардировками, которые якобы он изобрел, афганских граждан. Сейчас я вам покажу видео, где Джохар Дудаев отвечает на вопрос журналистов из Балтии о том, воевал ли он в Афганистане. Правда, что когда вы были еще генералом советской армии, вы участвовали в войне в Афганистане? На территории Афганистана я вообще не был. Я был направлен в Туркменистан, где группировка авиации, в том числе, направили одну из частей моей дивизии тоже туда. Но ужас, который я там увидел, разложение моральное, значит, несоблюдение безопасности, бравирование. Вот эти 1,5 месяца, которые я там был, я занимался вопросами приведения в чувство этих вояк и подготовки базы, чтобы из этих разложившихся военнослужащих сделать обыкновенными хотя бы людьми. Как мы увидели, Джохар Дудаев не принимал участие в боевых действиях в Афганистане, так как он тогда возглавлял и находился в странах Балтии, в Тарту в частности и в странах Балтии, где он возглавлял стратегическую дальнюю авиацию, то есть ту авиацию, которая несет ядерные ракеты, ядерные бомбы. А в Афганистане, как известно, они не применялись. Поэтому, да и не было никакого, я не вижу основания или повода Джохару Дудаеву отрицать, если он принимал участие. Ведь Руслан Аушев принимал участие в войне, много других людей принимало, и в том числе и украинцев принимало. Я не знаю, почему так беспокоит некоторых этот вопрос, когда это касается Джохара Дудаева. Но если бы он принимал, я не вижу ничего зазорного, если бы офицер сказал бы, да, был приказ, была другая страна, я сожалею, если он сожалеет об этом, что так произошло, и так далее, и так далее. Но это, конечно же, наглая ложь, которую русские возводят на Джохара Дудаева. И я понимаю, что это именно в это время, когда сейчас готовится предвыборная кампания, она не случайна. Поэтому будьте внимательны. Всего самого хорошего, друзья. И не дайте себя обмануть. Слава Украине, все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Оэль.